Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 144 Жизнеписание 31. Синь Юаньши. Том 215 Жизнеписание 112. Уйгур Дао Тун, министр и каллиграф Монгольской империи Юань. Дао Тун, уйгур, уроженец Турфана и потомок знатного уйгурского рода, называл себя Шиянь Скала, министр и каллиграф Монгольской империи Юань, нравом был глубокомыслен и немногословен. Как потомок знатного рода поступил на государственную службу. Он занимал различные высокие и выдающиеся должности, заслужил репутацию благодаря своим способностям и честности. Начав с должности Чжишэн Шижэня, чиновник личной канцелярии вскоре повышен до цензора-инспектора. Затем был назначен в судебно-контрольное управление Гуандуна и Шэньнани, где его неподкупность внушала трепет. Позже он управлял округом Синьчжоу, а затем переведен в Пинцзян. Оба раза прославился своим хорошим управлением. В Пинцзяне сбор летнего шелкового налога составлял более 22 тысяч цзиней, и чиновники, пользуясь этим, творили беззаконие, доводя народ до отчаяния. Дао Тун немедленно реформировал старые правила, и за 6 месяцев налог был полностью собран, а злоупотребления искоренены. Уезд хранил рис в 7 зернохранилищах. 300 воров, обосновавшихся на казенных складах, были изгнаны. Простолюдины платили дополнительно 5 или 6 доу за ши риса, в то время как богатые платили только 2 или 3 доу. А если платили больше, им выплачивалась компенсация. Дао Тун потребовал от богатых полной суммы и только потом взимал плату с более мелких домохозяйств. После этого налоговая система стала справедливой. Кроме того, казна годами не оплачивала казенные закупки у народа. Дао Тун приказал немедленно расплачиваться ассигнациями, и народ был безмерно благодарен. Во время засухи он лично наставлял подчиненных: «Мы, отцы и матери народа, как мы можем взирать на их голодные страдания? Проверяйте ущерб честно». Инспектор Дуодой похвалил Дао Туна. Враги Дао Туна обвили его во лжи суду о неурожае. Они направили императорского цензора расследовать дело. В то время Дао Тун был повышен до должности Даругачи Цзиньхуи и других мест. Когда его арестовали и доставили в Пинцзян, императорский цензор расследовал дело и выяснил, что все обвинения ложные. Поэтому он сделал обвинителям выговор и восстановил Дао Туна в должности. В первый год Чжичжэн 1341 год он был повышен до Даругачи столичного округа Даду, вскоре стал Цяньчжэн Чжэнши, заместитель министра в провинции Цзинсуй Чжэцзян. Не раз призывался в центральную канцелярию. Затем был повышен до Пинчжэн Чжэнши, правый премьер-министра этих провинций. Вскоре был назначен премьер-министром. В 11 году Чжичжэн 1351 год император приказал назначить Дао Туна Пинчжэн Чжэнши министр и губернатор провинции Цзинси. В это время в Цзэйчжоу и Хуанчжоу поднялись мятежники, и Цзиньчжоу запросил помощи. Дао Тун, неискушенный в военном деле, впал в растерянность. Баянь Бухуа, Ланчжун левого и правого секретариата, сказал: «Бандиты так сильны, что город не готов. Что если он падет? В Фуджоу живет Чжан Баянь, левый канцлер. Он хорошо разбирается в военном деле. Нам следует пригласить его занять пост левого канцлера этой провинции, поручить командование войсками. Возможно, ситуация разрешится». Дао Тун согласился. Баянь с радостью принял предложение и сказал: «Сейчас самое время послужить своей стране». И разработал подробный план обороны. Следующей весной провинция Хугуан пала. Баянь Бухуа повел свои войска на подкрепление в Цзиньчжоу и потерпел поражение у переправы Шитоу. Услышав это, Дао Тун, спасая государственную печать управления, бежал. Баянь Бухуа вместе с Чжан Баянем защищали город. Вскоре Дао Тун вернулся в город. В марте враги осадили город, и тогда он вместе с Баянем организовал прочную оборону. Дао Тун всегда пользовался народной любовью, и даже после 2 месяцев осады боевой дух воинов не был сломлен. Тогда он, тайно следуя стратегии Чжан Баяня, набрал смертников, выкрасил их лица в синий и желтый цвета, одел в желтые и поставил в авангарде. Он также отобрал несколько тысяч отборных воинов для центральной армии под командованием темника Булухадая. В полночь врата распахнулись, и они яростно атаковали. Враги решили, что это духи, и в панике бежали. Чжан Баянь вскоре скончался от болезни. В 15 году Чжичжэна 1355 год за заслуги в обороне города он был удостоен почетного титула Великий Сыту.
Назначен министром внутренних дел и министром императорского двора с правом открыть собственную канцелярию. Пожалован императорским драконьим халатом и вином. В тот год случилась великая засуха, и он обратился к властям провинции Цзиньчжэ с просьбой одолжить сотни тысяч дани риса и инь-соли. Военные и гражданские лица могли покупать у казны 1 доу риса и 10 цезиней соли за 2 цеани серебряных монет, что спасло множество жизней. Летом 18 года Чжиджи на 1358 год Чэнь Юлян снова напал на Цзиньси. Пинь-Чжэнши премьер-министр Хуэрчи и Дао Тун имели давние разногласия. Хуэрчи был алчен и жесток и не пользовался поддержкой войск. Когда город был на грани падения, Хуэрчи бежал ночью. Дао Тун отступил, чтобы защищать Фучжоу, и со вздохом произнес: «Я достиг высшего сана, и если не смогу удержать город, как я смогу смотреть в глаза людям?» Когда мятежники приблизились, Дао Тун, пытаясь встретиться с врагом, переправлялся через реку. Прежде чем он успел добраться до берега, бандиты воспользовались этим, и он был убит. Когда об этом доложили трону, ему был посмертно пожалован героический титул Чжунлэ, верный и доблестный. Дао Тун особенно преуспел в каллиграфии. Его большие иероглифы, выполненные в технике двойного контура, были изящны, словно парящий дракон, и современники называли их его именем, стилем Шиянь. Но его политические и военные заслуги были столь велики, что слава каллиграфа оказалась в тени.